Так, ну что, друзья, начнем нашу подготовку к праздникам потихонечку, да. И сейчас я первым делом справлюсь с мясом, а потом уже спокойненько с курочками. Так, значит, это пока отставлю. Стейки. Я мясо промыла, высушила его салфетками бумажными. Будем делать маринад для стейка. Может быть, кому-нибудь понадобится к праздникам, девочкам нашим. Вообще-то, в принципе, вот эти вот стейки настолько самодостаточные, друзья, что, в принципе, мне кажется, для них ничего и не надо, кроме соли, перчика и немножечко чесночка. Ну ладно, мы все-таки будем делать маринад, потому что они будут у меня еще стоять. Чеснок я сейчас добавлять не буду. Чеснок можно добавить прямо вот когда их нужно немножечко обжарить на сковороде. Сегодня жарить, конечно, я их не буду, показывать вам не буду. Может быть, у меня есть еще стейки замаринованные. Я покажу вам к вечеру на ифтар, когда мы их будем делать, и поставлю. Но эти я, как сказала, я замораживаю себе на праздники. Поэтому пока чеснок добавлять не буду. Но если вдруг я не буду ставить готовые блюда сегодня в этот ролик, то когда их нужно сначала обжарить, если есть на сковороде гриль, чтобы полосочки были, красиво выходит. Обжарить с двух сторон быстро, просто, чтобы схватилось мясо, соки остались, оно тонкое. Вот тогда, в принципе, можно и на сковороде жарить, добавлять масло. Вот тогда можно чесночок просто, вот немножко же масла будет, и они будут в масле у нас немножко обмазаны. И чуть-чуть на сковороде будет масло. Просто можно туда чесночок, чтобы это масло было пропитано запахом свежего чеснока. В принципе, уже и можно сюда добавить просто сухой чеснок, можно добавить чесночный перец, что ваша душа пожелает. Так, ну я потихонечку некоторые приправы баночки переложила, некоторые не переложила, но сейчас начнем. Как я сказала, конечно, чем меньше бы сюда что-то добавлялось, было бы лучше. Но все-таки я решила добавить. Так, для стейков вот подходит очень хорошо вот эта вот приправа. Я ее сегодня вам показывала. Вдруг у меня ролик будет без этого. Стейк на углях. Вот такая вот приправа. Ну и положим ее сюда. Ну, много не надо даже. Чайную ложку, потому что у нас стейков мало. Тут всех трав, всего достаточно. Вот так, пусть будет чайная ложка. Так, паприки тоже положим чайную ложку. Вот такой вот с горочкой. Так, аджику я сегодня сюда класть не буду, потому что у нас есть такая приправа. Слишком много будет, слишком много. Это уже пойдет на ребрышки. Добавлю немножко перец чили для остроты. Он у меня вот такой вот, немного вот хлопьями. Он очень остренький. Добавлю, ну пусть будет пол чайной ложки. Так, я не положила чесночный перец в упаковку эту, в баночку. Ну ладно. Мы его добавим с пакетика. Вот такой вот перец чесночный. Тоже пол чайной ложечки. Вот так вот. Так, что мы еще добавим? Так, мы сюда добавим, значит, горчицу зернистую. Вот такую вот. Французская, зернистая, дижонская, без разницы. Ну, тоже вот такую вот ложку, да? Чуть-чуть можно еще. Она такая вот, такую пикантность будет давать. Так, дальше. Добавим немножечко меда. Много я не буду добавлять. Вот так вот чайную ложку. Так, в тот раз я на канал
с овощами. Помните, жарила ребрышки? Были очень вкусные получились. Так, значит, соевый соус у нас тут, ну, 2 столовые ложки примерно. Вот, я добавлю вот так вот. Ну и также 1-2 ложки у меня оливковое масло. Если хотите, если у вас нет или вы не любите оливковое масло, то добавьте обычное растительное масло. И все мы это сейчас перемешаем. Так, я не добавила соль. Соль я бы добавлю сюда обычную простую соль, потому что адыгейская это соль с травами, а мы тут уже добавили для стейка на углях, там уже тоже есть все травы, и уже будет перебор. Как я сказала, итак, я не люблю, если честно, вот эти вот все специи, по идее. Просто чисто чесночок, черный перец, чуть-чуть красного перца, оливковое масло, и это просто мясо настолько вкусное, тем более у нас в Ингушетии очень вкусное мясо. Не так, как где-то, да? Вот так вот. Так, сегодня сюда я не буду добавлять апельсин, потому что тут мясо и так быстро пожарится, но я немножко добавлю кетчупа. Вот такого. Он острый, но много не буду тоже добавлять, потому что мы добавили и перец чили. Вот все, чайная ложка. Все. А соль я просто, наверное, мои дорогие, чтобы не перебарщивать, вот так вот присолю, потому что у нас и соевый соус, как вы знаете, соленый. Вот больше соли не надо. Вот так вот. Так, у меня в палисаднике растет розмарин, я его принесла. Хотя здесь тоже есть розмарин. Если у вас его нет, то он не обязателен. И то же самое, он тоже на любителя. Кто не любит эти травы, все такое. Я не очень люблю, но все-таки я готовлю не для себя, готовлю для гостей. А гости, наверное, любят это. Так, все. Соль добавили. Маринад мы его не будем добавлять. И все. И вот, как видите, так видно. Вот такой вот маринад у нас получился. Если даже он останется, но вряд ли он останется, ничего страшного. Такие маринады, в принципе, можно хранить в закрытой баночке до 2 недель. С ними ничего не будет. Сюда, если хотите, можно добавить еще и лук, перекрученный через мясорубку, тоже будет вкусно. Но я не буду этого делать. Вот так вот. Мы все это смажем аккуратненько. 2-3 часа, если вы хотите сразу. Через 2-3 часа можно сразу же обжаривать. Я на 2-3 часа просто оставлю в холодильнике, а потом запакую, скорее всего, вакууматором и в морозилку. Все. И уже перед тем, как, например, за 1 день до праздника нашего, выну, чтобы они спокойненько у меня в холодильнике разморозились. Так. Трубку я не взяла, отключила пока, чтобы не снимать перчатки, не одевать их заново. Все так, я забываю, что... Ну, вот так вот немножечко. Так, видно эту чашку? Видно, по-моему. Розмарина вот так вот немножко положу. Так, чтобы немножко был пикантный. Хотя в этой специи, в стейке на углях тоже есть розмарин. Но свежий все равно он как бы больше аромат придает.
Теперь мы закроем крышкой. И в холодильник, как я сказала. До вечера. А вечером я уже перевакуумирую, завакуумирую и положу в морозилку. Все, стейки на стол у меня готовы. Так, ну а сейчас будем мы с вами мариновать наши ребрышки, друзья. Вот так вот мы снимем пленочку с ребер с этой стороны, чтобы мясо наше промариновалась. Эта пленка не даст нормальному доступу к мясу. Вот так вот. Так и с них тоже. Так вот. Все. Так. Теперь, ну раз они у меня вот так вот идут штучно, можно было бы замариновать его и полностью вот так вот. Но все равно их нужно разрезать, да? Мы, наверное, разрежем их. Так. Вот так вот. И ребра мы будем подавать тоже с овощами, запеченными на гриле, наверное, уже не в духовке, а просто обжаренные или на гриль-сковороде, или, может быть, на гриле. Посмотрим. Ну, опять-таки, вот в готовом виде, я не знаю, смогу ли я вам показать, но постараюсь тоже, чтобы и конечный результат был виден. И по идее наши девочки, которые готовятся к празднику, девочки, женщины, ну, наверное, и многие знают, просто иногда кажется, что это очень сложно. Да, это сложно, когда вы заранее не подготовлены, да. А если вот так вот за несколько дней, за 5 дней, за 10 дней подготовиться, чтобы был полуфабрикат, то вы даже утром можете все это сделать, даже утром. На второй день, на третий день, на первый день, когда у вас получится. Все. Значит, ребрышки мы так. Сейчас обычной солью опять посыплю их немножко. Потому что опять будет соевый соус, опять будет у нас, во-первых, я хочу сюда еще аджику сухую добавить. Если так, по большому счету, можно тот же самый маринад, что мы делали и для стейков. По идее, то же самое мясо. Так, вроде бы промывала я.
Так, теперь приготовим, значит, снова маринад. Так. Ой, соль нам не нужна. Тут у меня аджика сухая. Вот. Ну, это вам ничего не даст, конечно, но она у нас килограммовая была. Тут тоже есть соль. И она остренькая. Поэтому вот так вот с горкой будет чайная ложка, наверное. Хватит, как вы думаете? Ну, давайте еще пол ложечки. Пускай будет с остринкой. Так, значит, сюда я, наверное, кетчуп не буду добавлять, раз сюда добавили аджику. Добавим паприки красной. Так вот, 2 ложечки. Перец острый нам не нужен сюда. Ну и вот для стейка на углях, которая приправа, тоже чайную ложечку добавим. Также добавим горчицу. Можно и другую горчицу обычную. Но мне вот это вот немножко специфический аромат этой горчицы нравится. Также 1-2 ложки соевого соуса. Также 1-2 ложки растительного масла или оливкового масла. У меня оливковое. Раньше я не любила это оливковое масло, но сейчас что-то я на него просто подсела. Так, сюда я не буду добавлять мед, но сюда я добавлю 1 апельсинчик. Сок апельсина. Ну, не 1, наверное, а половинку апельсина. Так, мой микрофон. Так. Добавим вот так вот немножко сока апельсина. Сок апельсина, друзья, отдает такую и пикантность, и аромат, и размягчает волокна мяса. Так, ну что, значит, будем дальше мариновать наши ребрышки. Точно так же намазываем, делаем массаж небольшой. Так, ну сами отключились, мне некогда. Этот телефон вообще, друзья, так много времени отнимает. Как сядешь что-то смотреть, просматривать, или WhatsApp, или Telegram. Столько соцсетей. Инстаграм, правда, я крайне редко захожу, потому что у меня бывает лень включить VPN. Потом, если включенный VPN, то другие просто плохо. Заходить в другие сайты бывает сложно. Другие платформы. Так, у меня руки грязные. Все, я вас... Так... Также немножко розмаринчику покидаем. Вроде бы кустик мой живой. Розмарина. Так. Тоже часа на 2-3 оставлю в холодильнике, а потом заморожу. Можно просто в этот зип-пакет, можно просто в кульки, как хотите. Если есть вакууматор, то, конечно, хорошо вакууматор. Я вот это все сейчас сделаю и попрошу Ибрагима завакуумировать. Ой, вкусно пахнет. Уже вкусно пахнет. Так. Пускай эта палочка
Все. Тоже, как я сказала, до вечера или на 2-3 часа, как успею. Успею, до ифтара завакуумируем. Не успею, можно и после. Так, если на ночь оставить, в принципе, да, если вот дома просто так, без праздников, без ничего, если не замораживать, я-то замораживать собираюсь. Просто с вечера замариновали, на следующий день прожарили или в духовке, скорее всего в духовке, конечно, с овощами, вместе в пакете можно в фольге, как хотите, можно с овощами в одном пакете, тоже будет вкусно. Ну вот как-то так, пока замариновали, значит, мы с вами стейки и ребрышки. Ну вот, мои дорогие, с помощью Ибрагима мы завакуумировали наши ребрышки, как видите. Очень здорово получилось, весь воздух вышел. Вот так вот. И вот хранить можно намного лучше. Не думайте, что это реклама. У меня давно присланный на обзор был вакууматор Аверхоф, и я им пользуюсь. Вот так вот. Тут по 2 стейка мы положили, тут по 1. И здорово получилось, и место меньше будет занимать. Мне, правда, ненадолго хранить, но если даже вот говорят же, что если вакуумировать, то увеличивается срок хранения. Вот так вот. Так, девочки, и попробуем сейчас обжарить наш стейк. Сливочное масло и немножко, чтобы оно не горело, растительное масло. Можно оливковое. Добавим чесночка, чтобы масло было вкусное. Так. И теперь кладем наш стейк. Если нет такой сковороды, не обязательно. Можно на обычной сковороде. Так, сделаем немножко надрезиков. И ждем теперь минут 5-7 с одной стороны и также 5-7 с другой стороны. Посмотрим, если за это время оно приготовится, вернее стейк приготовится, то все. Если нет, то будем допекать в духовке. Друзья, прошло 5 минут, и мы переворачиваем наш стейк и продолжаем жарить. Вот так вот. И можно в течение обжарки вот так вот поливать вот этим вот маслом ароматным. И посмотрим через 5 минут, если нужно будет, как я сказала, допекать, то допечем дальше в духовке. Так, девочки, у меня эти стейки не те, которые я вам показывала, я вам сказала. Те стейки у меня идут на праздник. А это у меня были раньше замаринованные, у себя они не прожарились. Как видите, здесь есть кровь. Мы их поставим в духовку минут на 10-15, они дойдут. А те у нас потоньше, они могут дойти и на сковороде. Но если даже не дошли, ничего страшного. Мы их
в духовке дожарим. Девочки, вот так вот в сковородке. Можно ну, если много будет, просто из-за того, что у меня только 2 стейка, я положила их в сковороду. Можно просто в противне тоже накрыть фольгой, чтобы быстрее это все запеклось. Как видите, вот такие вот они получились. Сейчас я покажу в разрезе, наверное. Вот так вот, видите? Все прекрасно прожарилось. Вот такие они сочные. И очень вкусные. Так вот. К ним можно сделать кетчуп острый подойдет. Можно сделать из свежих помидоров с болгарским перцем. Тоже такую свежую аджику тоже хорошо подойдет. Вот так вот. Так, ну вот, девочки, вот такой вот стейк получился. Он очень вкусный. Ну, оформить можете, конечно, если на праздничный стол. Более красиво, в красивом блюде. Оформлений много, попробуйте. Ну, вот как-то так. Всех благ вам, мои хорошие.